Алагом. А, Добрый вечер, мои дорогие друзья, подписчики в Ютубе, в Фейсбуке, в разных социальных сетях. Перед началом моления я пару слов хочу вам рассказать на русском языке. Почему? Потому что, обращаясь к Богу в период моления, нельзя, ну, это по моему мировоззрению и по мировоззрению наших старших, моего отца покойного и моего двоюродного брата и всех родственников, нельзя обращаться к Богу на чужом языке. Необходимо обратиться на родном. Сколько себя помню, моление в нашей святой кузне проводил мой отец Мыкан Хигович Дасания. Он последнее время, последние годы своей жизни часто говорил о том, что после него я должен быть главным молельщиком, и чтобы я запомнил те или иные обряды, связанные с абхазской ажирой. Слово ажира происходит от слова ажи, что в переводе с абхазского языка означает кузнец. Ажира — это кузня. У абхазов значение ажиры очень огромное. Считается, что ажира является источником ажиры, является аныха. Аныха — это могущественная святыня. Некоторые говорят, что у абхазов 7 главных аных святынь. Ну, понятно, что 7 из них наиболее известны, но так говорить нельзя. Об этом мне говорил доктор исторических наук, профессор Григорий Вахайдович Смыр. Он всегда говорил о том, что не 7 аных у абхазов, есть много аных. Территория Абхазии буквально в хорошем смысле этого слова напичкана святилищными местами, аныхами. А ажира это тоже святыня, но она более локальная святыня. Здесь, да, это наш храм, тем не менее мы христиане, мы идем в церковь тоже, в храм, но молиться и жертвовать, мы молимся и жертвуем всей семьей именно в ночь с 13 на 14, именно каждый у своей ажиры. Здесь, вот как видите, здесь ничего нет сверхъестественного, нет никакого богатого убранства. Есть, вот обратите внимание, здесь 5 предметов. Вот эти 2 предмета, большие предметы, естественно, они все из железа. Вот они, их возраст, скорее всего, более 100 лет, может быть 150 лет. А вот эти предметы, значит, они примерно, ну, лет, скажем так, 10. Почему так? Мы свою ажира, мы, значит, произошло отпочкование нашей ажиры от ажиры нашей семьи, главной семьи, которая находится в селе Звандрипш. Жрецом данной ажиры является Гарик Дасания, сын
двоюродного брата моего отца. Значит, я хотел бы... Родного брата отца. Конечно, родного брата моего отца. Двоюродного брата. Ой, это мой двоюродный брат, я прошу прощения. И я хотел бы здесь, ну, правильная заметка, он мой двоюродный брат, а наши отцы родные братья. Но родные братья по отцу. Матери у них были разные. И важный момент, тот момент, который удивит этнологов, историков и Абхазии, и Кавказа, и России, всех тех, кто интересуется этим вопросом. Дело в том, что был момент, когда у рода Дасания, который появился в Гудаутском районе примерно в середине 19 века, было время до этого. Может быть, у нас и была своя святыня, безусловно, она была. Мы подчинялись Илорской святыне, Илырнаха, но Ажиры как таковой либо вследствие переселения, либо после убийства что-то такое произошло, или мы Ажира потеряли, или ее у нас изначально не было. И, значит, а мы подчинялись Илорской святыне. И я хочу, чтобы эту историю знали многие люди. Для меня эта история священна. Дело в том, что был такой Дасания, очень дерзкий, отважный, мужественный человек, небольшого роста, жилистый, коренастый такой. Его звали Кок, Дасания Кок, Дасания Кок. И вот этот человек, он как брат, как побратим, как друг, дружил с одним из представителей фамилии Дзуйпа, то есть Гагулия. И вот данная история, она удивительна и уникальна, потому что такого нигде не было. И вот наша святыня, вот такое отношение было у этих людей, у Дасания и Дзуйпа, что Дзуйпа поделился своей святыней, своей Ажирой с Дасания. И вот, как я показал два главных предмета здесь, то же самое произошло более 100 лет назад. И вот этот Кок Дасания, он получил от этого Дзуйпа именно два железных предмета. Естественно, когда я выделял свою долю, надо было козла зарезать там. Прекрасно мои сестры, мои сыновья помнят это. Мы там одного козлика порезали. И когда сюда привезли вот эти частицы, значит, мы два козлика порезали. Этот церемониал очень древний. Это идет от самих хаттов. Это хатты были первыми в мире металлургами, по железным делам мастерами. Хатты, все ученые знают, это предки абхазо-адыгских народов. Вот. Ну и сейчас непосредственно я буду начинать моление. Вот, я прошу прощения у нашей святыни, что заговорил здесь, на территории нашего святилища, не на своем родном языке, на русском. Но я все-таки знал, почему я это делаю. Вот. И сейчас отключим.